Ни в коем случае не стоит думать, что билеты будут дорогие после того, как я озвучила. Я вообще люблю говорить правду, ничего не приукрашать, ничего не преуменьшать. Действительно, это очень дорогостоящее шоу, и поверьте мне, оно будет мирового масштаба. Билеты будут недорогими, мы понимаем, что в основном придут студенты, молодежь, от 5 до 15 тысяч тенге. Тем, кто купит билет за 15 тысяч тенге, ждут приятные бонусы, подарки. Ну и сейчас мы работаем над третьей частью документального фильма, которая выйдет 22 мая, голоса, и поверьте мне, он будет очень горяченьким, как я и обещала. Прям ему сказали, что он 100 квартир каждый год дарил? Да. Я сказала, твой минимальный... Это... Твои минимальные обязательства перед людьми, поскольку человек владеет 3 большими компаниями, которые генерируют деньги. Да, и я считаю, что нужно отдавать, нужно делиться. 3 большие компании – это Цесна, Макси и Шимкенская. Да, да. Это большой бизнес, поэтому я считаю, что Бог велел делиться. Это вот это назидание Божие для меня как святое. Я говорю, Турсян, каждый год, я не знаю, получится, не получится, но вот у меня такая установка, как у его жены. Ты должен делиться, ты должен обмениваться вот этой энергией. Тебе Бог дает, отдавай, отдавай, отдавай людям. Он очень много помогает. 100 квартир – это только... Видимая часть. Видимая часть, да. А то, что невидимо, это описать, это одной передачи даже не хватит. Ну, как он помогает людям. И как мы помогаем людям. Поэтому то, что решили показать, вот эти 100 квартир. А так это каждый день происходит. Ну, практически каждый день это происходит. В Казахстане, на этом континенте, в Китае, везде. А мы будем только радоваться. Удачи, Назым. Добрый вечер. Я не знаю, почему нам дали слово. Мы просто пришли порадоваться за тебя, Назым. Но тем не менее приятно, конечно. Добрый вечер всем родным, близким нашей прекрасной, любимой, талантливой Назым. Действительно, Назым 10 лет назад я впервые с ней познакомилась. Я хотела бы отметить ее умение коммуницировать, ее умение дружить. Дело было так. Прежде чем устраивать скандалы на всю страну, ваш культурный шок, видите ли, в шоке. Вы знаете, мой культурный шок тоже в шоке. Почему-то 50 с лишним лет этот камзол никому не был нужен. Никто про него не вспоминал. Почему же вы? До этого все 30 лет не вспоминали. А где костюмы великой картины? Где они? Кто их сохранил? Да никто не сохранил. Сохранила святая женщина, которая не дала выбросить этот камзол в мусорку еще 30 лет назад. Никто, ни одно из руководств Казахстана не спросил, где костюмы великого фильма, где костюмы Кызжыбек, почему их до сих пор нет в музее. Знаете почему? Потому что они никому не были нужны. А теперь бедный несчастный камзол, который утилизировали и который по бумажкам должен был уже валяться и вообще переплавиться в мусор, теперь он у всех ком в горле. Халайық, жүрдіңіз, әжелердің жолын берсін, жүз жасаңыздар. Құтты болсын дейміз. Уважаемый Турсен Кали Турумович, поздравляем, спасибо большое. Осындай кереметтей өзіңізге. Привет, уважаемые гости. Кто-то говорит, зачем мне брать ипотеку и вас не плачу, мне легче пойти и работать, что со мной. Приходите. Если человек хочет работать, ему не надо дома сидеть. Вот моему отцу 80. И я считаю, если у человека есть признание, есть желание ходить на работу, то нельзя запрещать. Аида Кауменовна шапан. Кстати, вам тоже подарили шапан на Таиланде? Да, это для моделогов. На самом деле, ты знаешь, как я даже не выбирал, честно тебе хочу сказать. У нас есть комитет в компании. Так, еще раз. Раз, два, три. Дома. Я видела, все видели, все видели. Да. Кто не видел, по-моему, у того нет интернета просто, да. Как в целом жизнь, как дела, как настроение?
Все хорошо, спасибо большое. Я вот переехала в Астану, и если в Алмате меня нигде не встретить на светских мероприятиях, то здесь я соглашаюсь всегда. Ну и плюс я счастливая обладательница Range Rover, поэтому для меня это было так... Это была машина моей мечты. Серьезно? Я всю жизнь мечтала, она была у меня вырезана на картах желания. Какой-то раз я подумала, я всю жизнь мечтаю о Range Rover, но никогда даже внутри него не сидела. И как-то раз по дороге к своему стоматологу я проезжала мимо Ягуар-центра, заехала и просто сказала сразу, как бы, всем здравствуйте, у меня нету сейчас средств для того, чтобы его приобрести, но я бы хотела посидеть внутри. Я сделала фотографию, кажется, она у меня до сих пор сохранена, и поставила себе на основную фотку. А, вот он. Это мои вот фотографии, которые я сделала. Это реально визуализация? Ну, я, не сказать, что я прям адепт вот этого всего, но да, я приехала, посидела. Был дома